В эфире программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. Здравствуйте. Напомним о важных и наиболее заметных событиях недели. В селе Ачагуара Чимчирского района в торжественной обстановке открылся памятник на месте гибели бойцов легендарной группы «Дед» под командованием Бориса Пачулия. Автор памятника – художник Батал Джапуа. На памятнике высечены имена 19 человек, погибших 26 октября 1992 года в селе Ачагуара. Церемонию открытия памятника посетил президент Рауль Хаджимба. Глава государства возложил цветы и почтил память погибших героев. Именно на этом месте, в селе Ачагуара, ровно 26 лет назад, группа, которую возглавлял Борис Пачулия, возвращаясь из Очимчиры после неудачной операции по освобождению города, попала в засаду. В церемонии открытия памятника приняли участие президент Рауль Хаджимба, бывшие бойцы группы «Дед», родные и близкие павших героев. Тот день, когда сюда пришли, это было где-то 9:30. Наша задача, надо было в Очимчиру зайти и удержаться. Мы свое задание выполнили. И там ждали, но получилось так, что пришлось назад вернуться. Не доезжая вот здесь, где-то 1,5 километра, машина колесо оторвала. Нас здесь уже ждали. Мы, когда сюда заехали, и здесь началась все стрельба. Кто сзади выходил, на месте убывали, с окошками выпрыгивали, и так начали мы тоже отстреливать, но у нас тоже не было ограничено, был патроны. 26 октября 1992 года бойцами Восточного фронта была предпринята попытка по освобождению Чимчиры от грузинских оккупантов. Штурмом вошедшие в город, но не получив необходимой поддержки, группы абхазских ополченцев вынуждены были отступить. Одной из таких групп и была команда «Дед», которая попала в засаду и была обстреляна противником на повороте с центральной автотрассы в село Ачагуара. В этом бою погибли 19 бойцов группы, больше 10 получили ранения и попали в плен. Имена погибших золотыми буквами вписаны не только в памятник, но и в историю Абхазии. Трагическая история группы «Дед» – одна из героических страниц в Отечественной войне народа Абхазии. События 26 октября 1992 года до сих пор болью отзываются в сердцах тех, кто в тот день потерял боевых товарищей, родных и близких. Ахла Хаджимба был близкий самый друг у меня, с кем мы с детства начинали, босиком в Галицке бегали, купались, жили, росли, войну вместе начали. Вот здесь, в этой операции тоже вместе были. На глазах у меня погиб вот самый мой близкий друг. Все остальные, Петя, Асланзия, все пацаны, Абела постарше была, в одном дворе жили. Все, которые мы с детства друг друга знали. Кого-то сейчас назвать, кого-то пропустить будет некрасиво с моей стороны. Все они были, не было посторонних. У никого был единственный Турнов, Руслан, один парень из доброволец, из Кабарды. Остальные все были, которые с детства друг друга знают. За вклад в победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов президент Рауль Хаджимба вручил медали за победу родственникам погибших бойцов группы «Дед» и ветеранам группы. На церемонии открытия памятника выступали бывшие бойцы группы «Дед», родственники погибших. Глава администрации Чимчирского района Гиви Допуа поблагодарил Рауля Хаджимба за помощь в строительстве памятника. Школьники читали стихи. На строительство памятника в селе Ачагуара, которое началось в начале текущего года, руководством страны было выделено 3,5 миллиона рублей. Строительством монумента занималась компания «Абхазстрой». Месяца 4 тому назад проект был готов. Финансы были выделены, мы приступили к работе. Значит, вот мы практически месяц назад мы закончили его, но наводили порядок. К сегодняшнему дню готовились, потому что сегодня день гибели ребят. И строить больно, и открывать больно, но мы отдаем дань памяти этим людям и всем нашим ребятам погибшим. Память о 19 бойцах группы «Дед», погибших за свободу и независимость Родины, навсегда останется в сердцах не только тех, кто их знал лично, но и в памяти каждого из нас.
Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба был представлен начальник пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия Алексей Трубецкий. Ранее Алексей Трубецкий временно исполнял обязанности начальника погрануправления. Указом президента Российской Федерации Владимира Путина полковник Трубецкий Алексей Викторович назначен начальником пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия. В рамках гастрольного тура в Абхазии вот уже неделю находится Североосетинский кукольный театр юного зрителя «Саби». За это время актеры поставили на сцене Абхазского драматического театра спектакль «Легенда гор». О сюжетной линии постановки и о том, как абхазский юный зритель принял гостей, расскажет Сария Смыр. Спектакль «Легенда гор» поставлен по мотивам осетинских народных сказаний. Остросюжетная линия постановки в инсценировке режиссера-постановщика Амзора Баракова в сочетании с яркими характерами, полными национального колорита, держит зрителя в интриге до конца представления. Особенность постановки заключается в том, что она сопровождается осетинскими народными мелодиями. Актеры театра передали образы героев через планшетные куклы, каждую из которых ведут по 2 актера. Это вот у нас мама главной героини. Управляем вдвоем, потому что это новый такой прием у нас в театре. Ну, вот этот персонаж – это женщина, которая потеряла сыновей, потеряла мужа. Это все сделала, в общем, колдунья. И вот она ослепла после таких потрясений. И сейчас у нее осталась только дочь. И для нее это самое важное в ее жизни теперь. Постановка заставила зрителей переживать за главных героев истории, которым, как в любой хорошей сказке, предстоит смело бросить вызов коварству и злу. Согласно сюжету, храбрый джигит Ацамаз должен избавить родной аул от проклятия злой колдуньи. Да я наслала на всю твою страну голод! Рано смеешься, ведьма! Как ни старайся, не вырвать тебе надежды! В спектакле задействовано порядка 20 человек. Это не только актеры, но и световики-постановщики. Роль одного из отрицательных героев великана исполнял актер театра Григорий Гапузов. Он признается, что в силу разных обстоятельств ему часто приходится играть отрицательных героев. Но, по словам Григория, вжиться в образы ему не составляет никакого труда. Ну так сложилось, видимо, из-за роста или благодаря чему я постоянно играю вот такие характерные роли. То есть мне дают роли вот каких-то постоянно, злодеев, каких-то вот таких вот. Поэтому как бы, в эту роль, конкретно в эту роль мне было вжиться не сложно уже. Но то есть это уже не первая роль, где я играю злодея. История самого театра «Саби» очень богата. Открыт он был еще в 40-е годы прошлого столетия. За это время пережил много трудностей. Не раз практически полностью менялся актерский состав. Сегодня в театре играет немало народных артистов Осетии. Ежегодно труппа театра выезжает на гастроли. Более того, театр проводит благотворительные показы. В Абхазии осетинские актеры находятся уже неделю. Абхазский зритель, в основном это школьники, очень тепло приняли актеров. Они сопереживали героям и с интересом смотрели постановку. Ярким свидетельством тому является атмосфера во время игры актеров. Поднимайся, слуга мой верный! Убей его! Нет, убей! То, что сегодня мы пропагандируем среди нашего детского населения, хотели бы, чтобы и дети Абхазии тоже посмотрели этот спектакль. Очень тепло нас принял абхазский зритель. Дети просто чудесные, очень внимательно и тихо смотрят спектакль, что, честно говоря, очень важно, потому что, впрочем, наверное, дети везде одинаковые, бывают и шумные, но с очень большим интересом нас смотрели.
Как и в предыдущие дни, зрительский зал был переполнен. Во время спектакля дети не могли скрывать эмоции и порой выкрикивали и даже вскакивали со своих мест. А после показа живо делились впечатлениями между собой. Отрадно, что для каждого ребенка смысл, на первый взгляд, не совсем простой постановки оказался понят правильно. В этом спектакле я понял то, что даже вот главный герой, который он спасал ради своей любви, он даже спасал незнакомого человека. Даже если человек тебе не знаком, надо помочь другим. Мне очень понравился спектакль, потому что добро всегда побеждает зло. Больше всего мне понравилась Алана. Она очень хорошо играла, она очень была красивой. Мне она очень сильно понравилась. Этот спектакль как настоящий. Из спектакля я поняла, что добрые дела, добрые люди всегда побеждают зло. Как и в каждой доброй сказке, конец истории оказался жизнеутверждающим. Злая колдунья повержена, и родной аул избавлен от ее проклятия. Эта история – еще одно доказательство того, что добро всегда побеждает. Царец мэр Роберт Ломия. Абхазское телевидение. Одной из тем недели стала экологическая ситуация, связанная с активизацией вредителя, уничтожающего пальмы, пальмового долгоносика. Специалисты и неравнодушные граждане бьют тревогу. О том, когда появился пальмовый долгоносик на территории Абхазии и о масштабах проблемы в репортаже Елены Лолова. Самшитовая огневка, мраморный клоп, а теперь еще один опасный вредитель растений – пальмовый долгоносик. В начале очаги заражения пальмовых насаждений были выявлены в Гагарском районе в 2016 году. Несколько вековых деревьев больше не будут украшать территорию знаменитого ресторана «Гагрипш». Совсем недавно опасный жук добрался до Сухума. По проспекту Леона пришлось срубить несколько зеленых красавиц. В администрации Гагарского района нам сообщили, что власти района проводят лечение пальм на протяжении 2 месяцев. Зараженные деревья уничтожаются, а здоровые обрабатываются с помощью спецтехники. На верхушке дерева устанавливается своеобразная капельница с ядохимикатом. Специалисты планируют завершить профилактические работы до конца следующего месяца. Кроме того, всем владельцам домов отдыха и гостиниц разосланы соответствующие рекомендации. По Гагарскому району насчитывается порядка, в городской черте, порядка 220 таких пальм. В парковой зоне отдельно, помимо этих, порядка 140 пальм. У нас уже ведется работа, порядка уже около 1,5 месяца. Стоимость такого лекарства на сегодняшний день получается порядка от 25 до 40 тысяч 5-литровая канистра. Данная канистра хватает от 15 до 17 пальм на лечение. В городской черте лечение прошли порядка 55 пальм. В парке эти работы продолжаются тоже, там порядка 30 пальм уже полечено. Но появились еще такие пальмы рядом с рестораном «Гагрипш», которые придется, наверное, срезать, то есть они уже пришли в негодность. У экологов вопросы к фитосанитарному контролю, проводимому Евросоюзом и Россией. При тщательном досмотре вряд ли красный пальмовый долгоносик попал бы на территорию Олимпийской деревни в Сочи вместе с посадочным материалом из Италии, говорят они. Именно тогда вредитель был обнаружен в этом регионе, а оттуда начал свое победное шествие на восток. Долгоносиком его назвали из-за вытянутой передней части головы. Самка откладывает на вершине пальмы до 350 яиц. Спустя неделю прожорливые личинки проникают внутрь ствола и начинают питаться растительной тканью, разрушая сердцевину. Через 3-4 месяца личинка превращается в куколку, а затем во взрослого жука. Проблема в том, что борьба с невидимым убийцей затруднена из-за сложности вовремя обнаружить складку яиц. Дерево довольно долго выглядит здоровым, и только за 2-3 месяца до гибели появляются признаки болезни, а именно усыхает центральная розетка пальмы, меняется цвет листьев, а крона приобретает кровлеобразный вид. Даже обработанное пестицидами дерево уже не спасти, его нужно срочно спилить, чтобы обезопасить соседние растения.
В Абхазии еще есть шанс избавиться от этой напасти при условии достаточного финансирования, четко скоординированной работы всех служб, ну и, конечно, бдительности людей. В противном случае пальмы постигнет та же участь, что и вечно зеленый самшит, уверены неравнодушные граждане страны. При правительстве создан специальный штаб, который будет вести мониторинг пальм и разрабатывать программу по борьбе с вредителем. Но и граждане не сидят сложа руки. Руководитель фонда «Горная Абхазия» Тенгиз Тарба проявил гражданскую инициативу и через соцсеть Facebook призвал всех, кому не все равно, перечислить средства, кто сколько может, на приобретение химикатов, а также создать мобильные группы, которые подключатся к работе по спасению пальм. По приблизительным подсчетам потребуется более 5 миллионов рублей на обработку всех деревьев от опасного вредителя. Сегодня под угрозой исчезновения все пальмы в Абхазии. Это около 5000 пальм, и одна канистра вот с этим химикатом, она стоит около 40 000 рублей. Одной канистрой можно обработать около 15 пальм. Соответственно, сумма, конечно, большая, но мы как со стороны фонда, вот наше волонтерское движение, в котором около 15 активных людей и еще где-то до 30-40 человек мы можем собрать, мы готовы предложить свои усилия и в сборе средств, и в дальнейшем точечно работать. Конечно, без поддержки государства такой сложный вопрос не решить, и это должна быть работа всех, и государственных организаций, и общественных организаций. Просто ситуация уже критическая, нужно что-то делать, и у нас уже есть горький опыт с самшитовой огневкой, и почти весь самшит в Абхазии исчез, слава богу, не весь. И вот сегодня пальмы. Волонтерское движение будет согласовывать свои действия с Институтом экологии Абхазии и Государственным комитетом по экологии и охране природы. Ведь важно знать, в какие зоны бедствия направлять свои усилия в первую очередь. Меры нужно было принимать 2 года назад. Сейчас уже вопрос стоит о сохранении пальм как таковых, да, и возможно, о сохранении каких-то ключевых мест, которые являются визитной карточкой Сухума, Гагры. Вот это первая задача. А уже в дальнейшем можно ставить какие-то более большие масштабные задачи по всей стране. Наша задача сейчас сказать об этой проблеме, постараться собрать максимальное количество средств и сказать, что мы еще и готовы участвовать человеческими ресурсами в том числе. И призываем всех к такому участию. Тенгиз Тарба рассчитывает на то, что в миссию по спасению пальм будет вовлечено большое количество людей. Главное – не опоздать. Елена Луло для событий недели. О том, как на уровне государства планируют бороться с вредителем, а также как решить еще одну сложную экологическую проблему, а именно строительство мусорного полигона, отвечающего современным требованиям, мы пообщались с председателем Государственного комитета по экологии и охране природы Савелием Читанава. Обострилась проблема пальмового долгоносика. Вредитель сейчас очень активизировался в Абхазии. Я бы хотела узнать, какие-то меры предпринимаются ли сейчас или же нет со стороны вашего ведомства и вообще государства? Да, к сожалению, инвазивное вторжение различных вредителей насекомых на территории Абхазии, к сожалению, продолжается. В последнее время к нам, даже в город Сухум, к нам появился долгоносик пальмовый, который поражает крупноствольные пальмовые насаждения. Вы могли бы назвать очаги, где повреждены пальмы? Вот в каких местах, в каких городах? До недавних пор была только Гагра. Сколько вообще пальм в Абхазии? Не те, которые растут во дворах, а в таких общественных местах. Вот есть ли какой-то учет и какова численность этого количества? Буквально недавно была создана в стране у нас государственная или правительственная комиссия по предотвращению распространения инвазивных вредителей, имея в виду пальмовый долгоносик. Мне было поручено возглавить эту комиссию, и мы сейчас проводим мероприятия по проведению таких мероприятий по предотвращению, скажем так. Первым долгом мы провели инвентаризацию пальмовых насаждений, крупноствольных пальмовых насаждений на территории Абхазии во всех районах. Была поставлена задача районным инспекторам, и получилось у нас в Абхазии
произрастает или в составе парковых насаждений, в составе аллеи, в составе каких-то групповых посадок, ландшафтных там и так далее, около 2175 видов вот, экземпляров, скажем так. Вот мы подсчитали точно. Вот. Из этих около 2000, чуть больше 2000 видов. А основные очаги поражения пальмовым долгоносиком крупноствольных пальм – это город Сухум и город Гагра. Когда была создана комиссия, кто в нее входит, и кроме вот этой как бы инвентаризации, да, системного учета, чем еще занималась комиссия вот с того времени, как она была создана? Во-первых, комиссия была создана с привлечением специалистов различных, не различных, а профильных областей, с привлечением районных представителей сельхозотделов, администрации городов. В обязанности входит организация мероприятий по проведению комплексной обработки пальмовых насаждений. Для этого нами вот, в содействии с Министерством сельского хозяйства необходимо было изыскать возможность приобретения пестицидов. Вот на сегодняшний день силами нашими экологическим ведомством и силами Министерства сельского хозяйства мы собрали около 30 литров пестицида. 100 грамм, 100 миллилитров идет только на обработку одной пальмы. Так что это на все нам не хватит, но и тем не менее в очагах поражения, каковым является вот в городе Сухум, скажем, напротив администрации обнаружено там и вырублено даже несколько пальм. Если это считать эпицентром, то вокруг произрастающие пальмы, они находятся в зоне поражения, и потому первоначальную обработку надо провести именно те, которые попали в этот очаг поражения. Провели уже? Или... Нет, к сожалению, погодные условия пока не позволяют, мы ждем. Но эти мероприятия надо провести до декабря месяца. Но мы не будем ждать декабря месяца, как только распогодится, 2-3 дня солнечных дней, и мы будем проводить каким обработку. образом проходит обработка? Ну, для этого есть специально наработанная методика, капельным способом. Есть у нас специалист в этой области, практикующийся уже в наших условиях, Михаил Кирия, который работает в Институте экологии. Вот под его руководством будет это все проходить. Как называется этот пестицид, химикат, которым обрабатывается растение? Как называется? Он может по-разному называться. Самое главное, какое действующее вещество в него входит, имидоклоприд. Или торговое название может меняться, но действующее вещество должно быть имидоклоприд. Ну, вот этот препарат у нас есть в объеме 30 литров. Сколько вот этого вещества нужно для того, чтобы обработать необходимое количество пальм, чтобы дальше вот эта эпидемия не распространялась? Нужно много. Давайте я вам отвечу на этот вопрос таким образом. Для обработки одной пальмы в Европе необходимо 500 евро. Туда входит сам препарат и мероприятия, которые будут проводить обработку. Там рабочая сила, там оплата, там подъемник, там, ну и так далее. Понимаете, это дорогое удовольствие, но если нет другого пути, мы не должны избегать это, и с такими расходами надо впрягаться и пойти дальше. Скажите, а государство выделило что-то комитету для того, чтобы они могли работать, закупать вот эти вещества, нанимать рабочую силу и проводить мероприятия? Ну, комитету не выделено ничего на сегодняшний день. Мы пользуемся из тех остатков, которые есть. Но есть твердое намерение у правительства, я знаю, о принятии мероприятий для этих целей необходимых. Насколько экстренно нужно проводить эти меры? Ну, надо было еще вчера проводить эти мероприятия, но погода сейчас, как видите, не позволяет. В городе Сухум всего чуть меньше месяца, как было обнаружено первые долгоносики. В принципе, ситуация еще подконтрольна, но профилактическую обработку обязательно надо провести.
мы проведем обязательно, как только погода рассеется. А сколько первоначально хотя бы нужно средств для того, чтобы начать работу в этом направлении? Каждый член комиссии должен мне предоставить по одному человеку из своего ведомства, которые будут заниматься этими мероприятиями, ну, пока бесплатно. Но когда мы сформируем группу, рабочую группу, которым надо будет уже платить, потому что это придется проводить обработку систематически. Ну и вещество еще закупать надо. А вещество надо закупать, это правительство должно взять на себя. Так вот сколько денег надо на это? Есть какие-то расчеты? Один из этих препаратов, литр этого пестицида стоит около 5000 рублей. Литр хватает только на обработку 10 пальм. Понимаете, по 100 миллилитров препарата на 10 литров воды. И потому... То есть, чтобы обработать 2000 наших пальм, грубо говоря, потребуется сколько литров? Ну, давайте посчитаем. Я, честно говоря, если 1 литр 10 штук, 1000 литров 1000 штук, ну, тонна, больше тонны нужно. В денежном выражении это будет 5 миллионов рублей. Но это небольшие деньги для того, чтобы провести это мероприятие. Будет ли привлекаться население, может быть, для работы? Если вот нужно будет вот так экстренно принимать меры, действительно быстрым, чтобы не повторилась история с самшитом, да? Такая же, как с самшитом. У меня есть намерение обратиться к народу, если вдруг получится так, что нам необходима будет помощь извне, то в этом случае я попрошу, я думаю, что народ наш с пониманием отнесется и встанет рядом с нами. Знали ли вы о том, что вот сейчас уже какие-то общественные организации забили в набат и начали даже сбор средств для того, чтобы как-то вот подключиться к этому процессу и как-то уже потом, наверное, они свяжутся с вами? И как вот вы к этой инициативе относитесь? Ну, вы знаете, это... Инициатива приветствуется, конечно. Наш народ, он был всегда сердобольный, что ли, скажем так. К таким вещам безразличное отношение не было никогда. Я думаю, что народ внутренне переживает о случившемся. А представить себе на миг о том, что город Сухум будет без пальм, это же невозможно. Я понимаю, что государственные машины, вот эти согласования, они все очень как бы неповоротливо, очень долго все это происходит. Но все-таки в какие сроки вот так ударно вы могли бы действительно начать работу, чтобы хотя бы локализовать где-то какие-то очаги? Если будет погода, вот я заявляю по телевидению, если с новой недели будет погода 2-3 дня солнечных дней, мы предстоящую неделю можем начать. Сколько вы сможете в ближайшее время обработать деревьев и как вы сможете расширить ареал, скажем так, обработки? Я скажу вам так, я уже сегодня имел разговор, нам нужна техника, подъемник, понимаете? Администрация города может выделить 2 единицы. Может быть, еще я попрошу СУЭС тоже может быть выделить 1 единицу. Ну, скажем, условно скажем, что у нас будет 3 единицы. И вот эти 3 единицы, еще говорил с министром МЧС, он тоже выделяет нам 1 единицу техники, но там не тот подъемник, который нам нужен. У них лестницы немного неудобные. Ну, может быть, тоже ее используем и посмотрим в деле, как оно нам пригодится. Так, если мы 4 единицы запустим, задействуем в этой работе, ну, по времени, честно говоря, я не знаю пока, какое время займет обработка 1 единицы пальм в работе, а потом будем вычислять в день, сколько сможем мы обработать. Однозначно, как попадет пестицид в пальму и начнет входить, то это однозначно даст результат. Однозначно. Но только надо успеть это сделать. Скажите, кроме вот этих очагов, которые были названы там в Сухуме, в Гагре, планирует ли комитет как бы исследовать все деревья и их обработать вообще в Абхазии? Конечно, мы сейчас уже... Широкомасштабно, скажем так. Сейчас уже, кроме того, что произвели инвентаризацию,
Сейчас дано распоряжение, или же наши сотрудники мониторят ситуацию по выявлению. А выявлять, понимаете, это очень неблагодарное занятие, потому что выявить можно, когда появляются признаки. Это признаки такое, что верхушечные листья наклоняются, значит, там внутри уже растительные волокна уже настолько повреждены, что они не выполняют функцию, понимаете? И в этом случае уже спасти невозможно будет. Если только-только опрокинулись боковые листья, скажем так, но в этом случае еще можно успеть произвести капельницу и спасти. Ну, работа для нас незнакомая, скажем так. Конечно, мы пользуемся, слава богу, сейчас интернет, все понимаем, получаем информацию и так далее, но при этом надо еще иметь какой-то опыт и практику. Но перед нами тоже, конечно, станет вопрос восстановления пальмовых насаждений в парках. Но для этого я заявляю во всеуслышание, обязательно надо заводить собственные питомники. У нас в Ботаническом институте было всегда, надо это восстановить, потому что мы завозим пальмы и не знаем, что с пальмами завозим. И не только пальмы имеется в виду, вообще с декоративными растениями. На проспекте Леона 7 пальм должны были вырубить. Вот вместо этих деревьев будут ли какие-то посадки? Я хочу вас немного разочаровать. Напротив администрации там осталась одна пальма, да, вот, буквально напротив аптеки. К сожалению, ее тоже понедельник или вторник будут вырубать, потому что там верхушечные листья уже отклонились, и чтобы дальше не распространялся вредитель, надо убрать и утилизировать. А вместо них, ну, что там можно посадить, кроме пальм? Надо, конечно, восстанавливать пальмы там. Грибш, какая там ситуация конкретно, какая у вас есть картина, какая информация официальная, и что собираетесь делать там тоже по восстановлению, может быть, или по лечению и так далее? Там вот сегодня должен я получить информацию от наших представителей, какое количество пальм надо будет там вырубить, а там уже обязательно придется вырубить. И срочно же начать обработку оставшихся всех пальм, потому что там, как говорится, наиболее был опасный участок для нас, и оно, и, к сожалению, подтвердилось. А восстановление пальм, конечно, их надо восстанавливать. То есть цифры там нет, да, что 15 пальм вот идет? Ну, давайте не будем об этом говорить, поскольку я еще не получил официальную информацию. Да. То есть, может быть, и больше, может быть, и меньше? К сожалению, да. В другой теме премьер-министр провел рабочее совещание, где речь шла о строительстве мусорных полигонов в Абхазии. Вот насколько мы информированы, еще в 2017 году по программе «Чистая страна», которая инвестировалась посредством инвестпрограммы, то есть по российской финансовой помощи, должны были вот какие-то места уже определяться. С тех пор прошло уже достаточно много времени, уже прошел почти целый год. И вот сейчас вновь возникла речь об этом, и опять мы ищем места. Насколько я поняла, это первый шаг — найти какое-то определенное место. Вот вы были на этом совещании. Что планируется в этой связи делать в вашем ведомстве? Если говорить по мусоросвалке города Сухум, то полигон, будем так называть, это хотя и не полигон, переполнен уже. Дальше продолжать принимать мусор, естественно, нельзя, то есть не позволяет площадя. Подступили, границы настолько расширены, что они подступают уже к населенному пункту вплотную. И, соответственно, в летний период издают зловония, о жизни нормальной, чистой экологической, с экологической точки зрения говорить не приходится.
И народ, обратившись к нам, к премьер-министру, в правительство, я получил письмо, которое было адресовано президенту, разобраться. Мы встретились, премьер-министр пригласил нас, ведомств заинтересованных, и мы встретились с населением непосредственно. И было решено, несмотря на то, что в 2017 году по инвестпрограмме была поставлена такая задача по подбору полигона, для обустройства полигона. Ведь наша мусорная свалка, она закладывалась давно, и потому современные технологии, которые необходимы для организации, там отсутствуют. И потому все это просачивается в грунт и стекает постепенно в море. А если оборудовать по технологическим нормам, то там обязательно должно быть бетонное основание с изолятором, чтобы не просачивалось. Но сейчас поставлена перед нами задача такого характера подыскать место для организации полигона, чтобы компактировать мусор и складировать в этом полигоне. О строительстве мусороперерабатывающего завода, хоть и этот вопрос тоже рассматривался год назад, 2 года назад, но это дорогостоящее удовольствие. Наш бюджет, к сожалению, не позволяет это. Был, по-моему, какой-то инвестор. Был такой работало, инвестор, да. как Сервет, фирма Сервет, им поставлены задачи об организации, и они объявились сами для строительства мусороперерабатывающего завода. Но после им было дано время полгода для разработки проекта, и потом они приезжали, опять докладывали, и сумма была астрономическая. Но тогда почему-то этот проект не прошел по инвестпрограмме. Если бы по инвестпрограмме, то, возможно, можно было бы и освоить эти деньги. Но, к сожалению, я не знаю, что служило причиной, но это не прошло по инвестпрограмме. А сейчас, реально, если обсуждать сегодняшнюю проблему, то да, поставлена перед нами задача подыскать место в районе, где можно было бы организовать вот этот полигон с последующим размещением вот этих компактированного мусора, скажем так. И, насколько я знаю, стояла задача, чтобы вот эти мусорные полигоны соответствовали тому, чтобы там можно было сортировать мусор, прессовать его там, да, хранить какое-то время, чтобы потом утилизировать. Вот каким образом, вот вы видите вот план какой-то, да, как все это осуществить? Это очень непростая задача. Во-первых, для того, чтобы компактировать, нельзя все в кучу складывать. И если говорить о раздельном сборе мусора, то здесь тоже надо провести такую огромную работу с населением, чтобы разделять этот мусор и собирать. Это, во-первых. Во-вторых, под каждый вид мусора надо создать контейнеры. И эти контейнеры потом отдельно транспортом вывозить. Так что сложности есть. Давайте допустим, что наше население никогда не будет раздельно складировать мусор. Ну, по крайней мере, в обозримом будущем. Что делать комитету, что делать людям, которые хотят жить в чистых местах, в чистом городе? Раздельного мусора нет, но и тем не менее мусор будет скапливаться. Характер мусора у нас, к сожалению, в последние десятилетия изменился. Да, состав, характер и так далее, понимаете? Если не производить раздельный сбор мусора, а все вместе собирать, то, но и тем не менее, создавая специальные полигоны под хранение и складирование этого мусора,
то в обозримом будущем вполне возможно, что появятся организации, которые будут использовать этот мусор, который мы собрали. То есть сейчас задача найти место. И сколько этих мест вообще предполагается по Абхазии? Ну, вообще-то желательно для небольшой страны, как Абхазия, чтобы избрать равные плечи, скажем так, из востока, из запада, где-нибудь один полигон, скажем так. Где-нибудь один полигон. Ибо Гудаутский полигон, вы знаете, на берегу моря. Эти места надо осваивать под что-то другое, правда ведь? Гагаринский, он тоже расположен, хотя то есть там... уносить вглубь территории. Ну, вглубь в горах тоже нельзя особо, поскольку наш регион пересеченный и немного не соответствует для сбора мусора эти места. То есть такого конкретного плана я не вижу, что было. Ну, есть как бы задание, но как его воплотить, пока никто не знает. Вы знаете, задача, нам поставлена задача подыскать место. А пошаговая реализация поставлена задача другим. Так что если мы найдем место, мы об этом, естественно, скажем в правительстве, а затем будем подключиться второй этап для пошаговой реализации этого проекта. Это будет Институт экологии. Какое это должно быть место? Не близко к морю, не близко к горам. Где примерно вы предполагаете? Сказать пока сложно, но грунт желательно, чтобы был глинистый, суглинистый. Кстати, создана рабочая группа. С этой рабочей группой я во вторник буду выезжать в район. Будем подыскивать место для полигона с последующим предложением правительства, чтобы дальше предпринимать меры. Спасибо вам большое. А теперь к новостям субботы. В Сухуме простились с бывшим председателем Союза журналистов Абхазии Сергеем Квициня. Сотни людей пришли провести в последний путь талантливого журналиста. Сергей Квициня до последних дней своей жизни любил общаться со своими коллегами, давал наставления молодому поколению журналистов и всегда сердцем болел за Абхазию. Известный журналист, депутат третьего созыва Верховного Совета Абхазской АССР, редактор газеты «Апсно» ушел на 92-м году жизни. Попрощаться с ним пришли люди, которым посчастливилось когда-то с ним работать, и кому он был дорог. Друзья и коллеги вспоминали о Сергее Квицине как о большом профессионале, который многое сделал для развития журналистики. Очень организованный, собранный, дисциплинированный, и он этого же требовал от своих сотрудников. И я не помню его человеком таким, позволявшим себе расслабиться в рабочее время. Он все время сидел, тем более, знаете, возглавлять газету партийную, национальную в советскую эпоху было очень тяжело, очень нелегко. Поэтому он нес личную ответственность. Сергей Михайлович всего себя отдавал работе. Того же он требовал и от других. Он был человеком высокой чести, относился к людям трепетно, по мере возможности помогал тем, кто в этом нуждался. За свои годы воспитал не одно поколение талантливых журналистов, отмечали друзья и коллеги. Несколько раз здесь сталкивался по работе. Возглавлял комиссию по состоянию здравоохранения, проверял в Гаграх, в Очимчирах. И благодаря ему были написаны статьи. Он очень порядочный был, очень честный, добрый, настоящий абхазец был. С уважением относились все к нему. Сергей Михайлович Квициня был депутатом 9, 10, 11 созыва Верховного Совета. В разные годы работал в редакции газеты «Апсно», литературным работником, заведующим отделом, заместителем редактора. В 1972 году он был назначен главным редактором и проработал в этой должности до 1992 года. Сергей Квициня более 35 лет возглавлял Союз журналистов Абхазии. Это тот журналист, которого можно было всегда брать пример и учиться.
Он всегда дорожил особенно молодыми журналистами, способствовал и делал все, чтобы они росли и набирали профессионализм. Это человек, мастер своей профессии. Мне повезло, что я с ним работал, что я с ним встречался, что я с ним общался. И сегодня вспоминается только все положительное. В этот день было сказано много теплых слов о Сергее Квицине. Все, кто пришел проститься с ним, отмечали, что его твердый характер и желание работать во благо Родине будет помнить еще не одно поколение журналистов. Сария Смыр, Степан Мартиросян для событий недели. Высший совет республиканской общественной организации «Аруа» выражает соболезнования в связи со смертью боевого товарища, кавалера ордена Леона, командира отделения Дурипжской роты Терентия Гудисовича Тванба. Сочувствуем родным и близким в связи с тяжелой утратой, отмечается в частности в соболезновании. В субботу в Ачандаре простились со жрецом Дадрипшныха, святилища традиционной абхазской религии Зауром Чечба. Он предан земле в родном селе покойного Ачандара Гудаутского района. Сотни людей пришли отдать дань памяти человеку, который пользовался в народе большим авторитетом. Банкноты Владислав Ардзенба, выпущенные Национальным банком Абхазии к 25-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии в соответствии с законом о памятных монетах, являются платежным средством по их номинальной стоимости. 1 абсар равен 10 рублям Российской Федерации. Об этом заявил председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателья в интервью «Спутник Абхазия». Банкноты не могут быть использованы в качестве средства платежа в системе розничной торговли. Ею нельзя расплачиваться, но можно подарить, к примеру, на день рождения или на свадьбу, отметил Барателья. Номинал банкноты Владислав Ардзенба составляет 500 абсар. МЧС Абхазии сопроводили автобус с пассажирами поезда Москва-Сухум по дороге в республику. Автобус выделило Государственное управление по транспорту. Спасатели встретили пассажиров в Адлере, чтобы доставить их в Абхазию. Поезда в Краснодарском крае были задержаны и отменены из-за наводнения исхода селей в регионе. Поезд номер 305 Москва-Сухум 25 октября прибыл на станцию Краснодар-2, откуда не смог продолжить движение, так как из-за проливных дождей в районе Туапсе были повреждены железнодорожные пути. Пассажиров поезда Москва-Сухум, задержанного в Краснодаре, доставили в субботу на Сухумский железнодорожный вокзал. Было тяжело, было сложно. Были слезы, был голод, был холод. Спасибо вам огромное абхазскому народу, которые отозвались, приняли меры и не оставили народ свой в беде. Стояли в отстойнике в неизвестности. Сначала приходили, предлагали гостиницы, предлагали альтернативный путь, хотя было все перекрыто. Не кормили. Кормить начали только вчера. Вчера уже не было в вагоне ни света, ни воды, ничего не работало. Нам приходили, объясняли, что нас расселят, нас отправят, все что угодно нам говорили, просто потому что сегодня ночью они должны были отправить состав на Москву. И они должны были освободить все вагоны. И обратился депутатский корпус. Депутатский корпус связался с министром иностранных дел, премьером, насколько я знаю. Больше всех нам помог, конечно, министр МЧС. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.